Здравствуйте, меня зовут Эверсова Сандара Владимировна, ученица 6 класса, школа-лаборатория, Пересову, филиал ЕГНГ имени Черяевых. Разрешите представить мою работу на тему волк в культуре Саха, традиции и современность. Якуты жили в полной гармонии с природой, одной из заповедей которой являлась «не навреди природе, иначе дух отомстят». И это правило прививалось с детства. Такое отношение в данное время остается актуальным, когда вопрос об экологии мира стоит остро. В традиционном воззрении приоритеты всегда стояли равновесие и гармонии с природой. Не истреблять волка, считая его врагом, который уничтожает домашний скот. Для меня изучение волка в культуре Саха является новой и интересной, особенно если ее рассмотреть в ракурсе традиционного и современного восприятия. Цель – изучение понятия о волке в культуре Саха, его традиционном и современном понимании, объяснить его мифологические понятия, дать общее краткое содержание о роли волка в искусстве. Предметом изучения является роль волка в культуре Саха. Практичная значимость данной работы заключается в том, что традиционным знанием послужит возрождение забытых сторон нашей культуры. Например, из волчьих шкур сшили зимнюю одежду, штаны, шапки и рукавицы. Они считали, что штаны из волка являются самым крепким и теплым видом одежды для седла и для якутских холодов. Волк для якутов был тотемом или врагом, поэтому они охотились, когда тот нападал на рогатый скот и табун лошадей. При этом специально не охотились. Охотники между собой отправляли на охоту, использовали иносказательную речь. Они употребляли слово «беря» — волк, а говорили «кутуртах» — хвостатый. Мифы о волке. Мифы о тотеме волка встречаются устойчивым мотивом, как о спасителе людей от лютой смерти. Здесь обожествление волка сослужит то, что, как предки намских бетунцев, спаслись от голодной смерти благодаря припасам, якобы сделанным волком. В мифах промыслового культа и шаманизма звери тоже являются действующими лицами в мифах. О духе хозяине леса, например, звери называются его скотом. В шаманистских мифах, образах волка и медведей появляются злые духи, и с ними борются сами шаманы. Образ волка встречается еще во время зимних гаданий, Танка и Гилир, и в современном фольклоре и рассказах, страшилках Тюбельтя. Якуты читали волка одним из шаманских животных и поминали в заклинаниях Алгыс. Якыл — мать зверей, звериное воплощение души шамана в якутской мифологии. В качестве Якыла наступает бык-жеребец, сахатый, черный медведь, волк, собака, орел и ворон. На плаще шамана были подвешены помимо фигуры птиц и еще фигуры других помощников шамана, а именно волка, медведя, собаки, почка рыбы Нижнего мира. Согласно мифам, Якыл, враждующих шаманам, сражается друг с другом, и тот шаман, чей Якыл терпит поражение, умирает. Волк в современной культуре. Одним из движений, которые наредко описывали Аланха, является бег волка. Богатырь часто принимал облик волка. В эпосе бег Батура воина сравнивают со стремительным бегом волка. Переливы Харбатан,
сур берелю сундулуйда, берелю сыйлынарда. Такими словами описывает стремительный, стеляющий по земле бег волка, построенный на длинных прыжках, во время исполнения которых тело волка напоминает для предела вытянутую струну. Сейчас танец волка является фишкой многих образцов, показателей ансамблей танца. Хамус больше, чем просто древний музыкальный инструмент. Он настоящий символ якутской культуры, прошедшей испытания времени. В республике много хамусистов, как среди взрослых и детей. Мы гордимся изготовителями хамуса, носителей древних традиций, выступления современных хамусистов, совооружающих благодаря сочетаниям колдовского звука с ритмической основой и звукоподражанием исполнители мастерского передают ржание вой волков, крики птиц или свист резко северного ветра. Но было время, когда запрещали подражать вою волка, кукованию кукушки, им имели право подражать только шаманы. Если ребенок пытался подражать, то лупили его деревянной ложкой по голове. Заключение. Издавна наши предки относились к волку уважением. Это объясняется изучением нами материалами и рассказами самих охотников. Дед был охотником-любителем. Добытый им волк стоит в Элькасском музее Сунтарского улуса. Читал его очень умным животным. В данное время образ волка встречается на традиционных танцах в обряде кюнкарсюн на сыхе, работах прикладных мастеров, шапки и рукавицы пальто. Еще начали использовать шкуру волка в изготовлении мебели. Очень широко используют вой волка в органной музыке и так далее. В заключение можно сказать, что тема волка в культуре Саха очень обширная и не утрачивает интереса в современной культуре.